Добрый день, уважаемые коллеги. Кто проинформирует, что сейчас на этом этапе происходит? Уважаемый президент, уважаемый премьер-министр, уважаемые коллеги, 9 июля в связи с проливными дождями в результате произошло стихийное бедствие, пострадало 3 села и 1 поселок и частично город Гагра. На сегодняшний день затоплено около 1100 домовладений. На данный момент участковые селами глав проверяют эти все дома, в каком состоянии, оценить еще невозможно эти последствия, какая сумма там. Плюс еще разбиты дороги в селах, проулках и государственные учреждения. Это Бзыбская милиция, Дом культуры города Пицунда, детский сад Мрамза, 1-й этаж затоплен, и около 250 автомобилей пострадали в связи с стихийным бедствием. На данный момент идет работа откачивания воды на первых этажах у людей, в подвалах. Идет расчистка, задействованы 7 тракторов, 15 КАМАЗов, около 200 рабочей силы. Коммуникация транспортная восстановлена, движение? Движение восстановлено, нигде остановок не было. Вчера единственное из-за пробки в поселке Бзыб, где есть 2 новые заправки подорожной, очень много намыло балласта, и проезд был закрыт на 2 часа. Но в течение 2-3 часов сотрудниками ГАИ, все было с сотрудниками МЧС, дорога была открыта. А на железной дороге что? Сообщение имеет место быть? На железной дороге в поселке Бзыбы около 200 метров подмыто. Шпалы не сдвинуло, ничего не тронуто. Нижняя часть, то, что было засыпано, насыпь, да, она смыла дома. Размыто же дорожное полотно. Да, да. ШД сообщение, соответственно, образом приостановлено. А где поезда с пассажирами находятся? В лагере? Те, кто должен были сюда прийти? Проблем с пассажирами не было, сам говорю, всех развезли. Это примерно на 2 суток, пока предварительно докладывают железную дорогу. Помогут коллеги из Сочи. Лев Константинович, а что по прогнозу? Что будет сегодня, завтра? Сегодня еще ожидается, здесь в районе Гагры может охватить под вопросом, а так с сегодняшнего дня уже с вечера пойдет на спад. Вот, сейчас штурмовое предупреждение Адлер, Сочи, и наши коллеги говорят, что может быть и захватит немножко часть территории Абхазии, то есть район Цендрив. А что там по людям, какие-то проблемы погибшие? Женщины еще не могли пока найти, вот, а так больше потерь жертв нет. А в каком месте это произошло? Это вот на река Бзыб, здесь ближе к Пицунде, к морю. Даутский район, село Гора. Они жили там, отдыхали? Они отдыхали, но муж здесь, они с мужем были, муж с женой были, и, как говорят очевидцы, ее река унесла. Понятно. Автомобильное сообщение с Рыцей? Вчера к 5 было все восстановлено, там сходы в нескольких местах, 6-й километр, 8-й километр, 12-й километр. Достаточно много было породы нанесено, технику подвезли и уже к 5, к половине 6-го восстановили дорогу. А дорожное полотно разрушено сильно? Дорожное полотно не разрушено, но придется проверить все искусственные сооружения, потому что дебит воды очень большой, надо проверить все обводы, все опоры и другие места, потому что есть опасность того, что вода все-таки могла подмыть где-то. Сегодня дорога закрыта,
Туда регламентные дорога работы закрыта, да? проводятся. Техника есть, люди есть. Будем надеяться, что полотно в основном целое. Хотя удар мощнейший был. И воды, и породы. Это грязь, камни разных размеров, стволы огромных деревьев. Пока так, на сегодняшний час. Да, у нас еще проблема, извиняюсь, по поводу по линии Черноморэнерго. Пока вода стоит в подвалах, в многоэтажных домах и в жилых домах, сотрудники Черноморэнерго не могут работать. Сейчас воду будут откачивать и потом уже приступят. Ну, частично свет подают, да. А какое количество зданий домовладения обесточено? Примерно сколько? Квартальная девятиэтажка вот этот, и кемпинг полностью обесточенный. Вот сейчас воду откачиваем. МЧС мы попросили машины, помпы, откачиваем, будем пробовать в течение дня. Если кабель где-то не поврежден, мы включим. Пока в воде мы не можем включать. К концу дня планируете подать электроэнергию? В Висотках, да. У нас повреждение в Лидзаве где-то 1,5 километра. Полностью снесло линию. Сейчас занимаются частично. Вот где повреждение, вот выше откинут и сюда население, чтобы свет подать. Сегодня Черноморэнерго 20 опор, техника, которая там у них была, буровая, трактор, зам генерального директора, одну бригаду работников прислали, все занимаются. Единственное, в селе Псахара насосная станция утонула. И что последствия? Небольшие, незначительные. То есть, Без воды? Какое количество на людей? данный момент, да. Астамурович, на данный момент сколько? Сахара серьезная, потому что там один трансформатор снесло, вот этот речка, опоры снесло, в общем, кабель, вот этот чернозем, переход, где кабель тоже снесло, но занимается, я не знаю, что получится, может частично. Попробуем, постараемся ход насосную запитать, в первую очередь, посмотрим, что получится. В Сахаре насосную полностью затопило. Вот сейчас вот доступ вроде уже есть к ней, и оценим, какой урон нанесен ей. Ну, моторы все были залиты водой. Полностью ее потопило вчера. Ну, комиссия поступила. Они уже работают, администрация по крупным объектам. Мы должны сейчас обследовать состояние центральной трассы. Там есть серьезные подмывы вообще полотна, незаметные изначально. Но это может привести к обвалу. К обвалу, посадке, да, провалам. Работа уже начата. Так, по селам пошли ваши представители, смотрят. Ну, боковой дождь был, и здания старые, те, которые не были отремонтированы, к сожалению. Окна не были закрыты, что ли? Не только окна, но там достаточно серьезные проблемы, учитывая, что, кстати, старые здания, и предыдущий ремонт был некачественный. И Около 70 номеров затопило, людей переселили в другие номера, проблем нету, пострадавших нету. Единственное, что проблема с трансформатором, ночью он был затоплен, осушили. Сейчас он работает. В случае продолжения дождей не исключено, что курорт Пицунда может остаться без энергоснабжения. А сейчас есть ли Есть свет, да. пострадавшие места? Хотелось бы поехать посмотреть. В городе, на железнодорожном полотне, может быть, какой-то участок там, в Пицунде. Да, все. Давайте так сделаем, да? Подъезды есть. Ну, где будет, сейчас наберем. Это глава села Наутажина. Делать, да вот как обстановка? Ужасно.
такое первый раз вообще здесь наблюдается. В жизни не было такого. Старые жители говорят, никогда такое не видели. Эта вода все-таки откуда? Это дождевая или из сзади реки идет вышла? канал, вот сзади домов идет канал. Из канала вышла, да? А что за канал? Ну, канал, вот, наверное, вот со стороны Бзиби идет, это не речка даже. Понятно. Ну да. Тут был сплошной асфальт, да? Да, сплошной. Старый асфальт был, но он лежал. Ну, нормально состояние. Вот так вот его все вырвало, да? Понятно. Это уже Гудаутский район? Да. Гудаутский район А начинается... что там, дорогу размыло, что ли? Да, там область не произошли и расчищают. Вот до этого места не доехать, да? Нет. Ага. А вон там, где ответственная скала, это что? Это уже мыс идет и Мюсера, дача там. А, прямо за мысом, Да, за мысом и дача. Это уже Гудаутский район, да? Ага. А гора Кямья была? А гора Кямья, отсюда тоже можно поехать. Одна от Инфахтылу и Да, налево, да, нет? налево, да. А база отдыха МГУ Бухов? Вот туда же. По той же дороге? Да. А, туда мы не сможем Нет, поехать? пока нет, там идут работы. Понятно. Вода уйдет, будет солнце, и все наладится. Мы на это Самое надеемся. главное, никто же не погиб, никого не унесло, это самое Мы из главное. Самары. Да, приятного вам отдыха. Спасибо. Приезжайте, Спасибо приятного вам отдыха. большое. У меня 20 метров глубиной обвал на берегу. Отель обвалился. Ну мы занесем, вы приезжаете, вы тоже нет. Значит, это что-то вышло, да, из строя? Или как? Там не выходит. Света нет. А это настил такой был или пронесло? Да, вы ни за что не переживайте. Хорошо, что собрал Господь Бог деньгами, да, никто не погиб. Да. Сейчас дружно день-два поработаем, и все будет хорошо. Послезавтра будет солнце. Небольшой субботник на 2 суток. Мы на второй день здесь субботник расставили. Еще 2 дня. 3-дневный субботник. Ну что делать? Надо детей Так. куда-то эвакуировать, они там Слушай, уже не- без воды, без... Как ваше имя, молодой человек? Александр, здрасте. Александр, чего вы паникуете? Какая эвакуация? Война, что ли? Нет, ну просто хоть Всё вывести. нормально. Неужели трактора нету, а? Есть? Откуда вы хотите? Казань. Фанис, не паникуй. Я не паникую. Я Фанис. вчера должен был уехать домой. Зачем ты должен был уехать? Отдыхай, приехал, отдыхай. Какой это У нас отдых? воды нет, света нет. У нас просто детям нам просто Сейчас. канализация Нет, не смех, работает. смех смехом можно превратить всю шутку, да? Но выехать-то реально надо. Ехать. Никто же не предполагал, что здесь такое будет, правильно? Это по всему району. Неужели один трактор на весь хватит? Ну как 1000 тракторов работает? Я ни одного не видел вообще. А вот там что стоит? Вот там. Покажите ему трактор, отвезите в номер. Техника едет сюда. Давайте, пока. Завтра будет солнце, все наладится. Еда есть?
Вода есть? Не особо, но Сложно есть. с водой, очень сложно. Подождите. Еда есть? На день. Ну, с учетом того, что Мы можем один стихия. раз выйти в магазин, что-то купить. Да. Ну, не Пока, вот голодные. пока еще мы можем Хлеб выйти. есть? Хлеба нет. Что есть? Печенье Дошираки. есть? Печенья нет. Плохо. Тогда сейчас будем думать об этом. Притекал их там туда. Конечно, неприятно. Вы не знали, что делать, у нас машины всплывали. Самое Несло главное, машины по самое улице. главное не паниковать. Детей надо на высокое место куда-то вытащить. Все остальное. Там все будет. Да. Здравствуйте. 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 А где хозяева? Вы хозяйка, да? Как вас звать? Анаида. Анаида, как дела? В дом зашла вода? Она зашла. На первый этаж, На да? первый этаж. Ага. Да. Понятно. Долго там она была вода? Ну как, до сих пор есть. А, без повара. Да. Ваши гости разъехались? или- Конечно. Все уехали, да? Ну, вот ждут дорогу, чтобы делали, чтобы уехали тоже. И чтобы приехали тоже, правильно? Дорогу дойдет, еще и Приехали, да. Мы приедут. будем очень рады, даже Да, вы звонят. гостей не отпускайте пока. Успокойте их, да. Ну, Просите, спокойно, чтобы как не можем. уехали. Без воды Да, как да, да. успокоим? Скажите, пожалуйста, без Подождите, воды. Анаида. Да. Ты что, хочешь, чтобы для гостей не было, да? Нет, я хочу, Вода чтобы не будет. Самое главное, все Будет живы, вода. здоровы. Это самое главное. Понятно, тогда Ну, конечно, будет. Она же бывает. Значит, будет. Все будет. Ну, конечно, будет. Мы ждем, надеемся. Да, не пустите. Мы не паникуем. Вам спасибо, что вы нас пустили. Правильно. Хлеб в магазине есть? Третий раз за день сходила. Есть хлеб, да? Ну, все. Если мы с вами пропустим, допустим, хлеб на один день, только полезно для здоровья. Моего, например. Да. И Согласны? нашему тоже, да? Все. Я хочу вам, знаете, что сказать? Не знаю, скажите. Все, кто возмущается, россияне сюда приехали, Да. они делают неправильно. Потому что нужно пожалеть тех, кто тут остается. Мы уедем, Все и нормально. все. Всё, это же Все восстановится. А мы вернемся обязательно. Через 2 дня все будет чисто. Да. Всё, Мы давай. Спасибо вернемся. вам большое за поддержку. Вам спасибо. За красоту, за чистоту. За доброжелательность. Мы очень хотим в ней отдыхать. Не переживайте. Хорошо. Раньше времени не паникуйте. Все живые, здоровые. Господь Бог Понятно, нужно унес еще продолжать, нам имуществом, надо ничего как-то. страшного. Имущество восстановим. Не переживайте. Расслабьтесь и отдыхайте. Службы будут подключены, все будет хорошо. Надеемся, спасибо. Значит, обстановка, вы ее видите какая. Вода нанесла существенный урон, большое количество транспорта испорчено, имущество повреждено, коммуникации повреждены. Компетентные органы этим занимаются, соответствующие службы нацеленно работают. Местные органы госвласти принимают необходимые меры. В ограниченные сроки все будет исправно. Там количество дней я не могу вам назвать, но в сжатые сроки все будет исправлено, будет подана вода, будет подано электричество. Вода. Вы здесь живете, да? Да, я Как здесь ваша живу. фамилия? Пахиндян. Очень Я из приятно. Питера Как вас приехала звать? как раз. Вы студентка? Да, Учитесь я там? закончила на красный диплом. А что вы закончили? Политехнический университет. Какая специальность? Зарубежное регионоведение. Я преподаватель финского и английского. С чем я вас и поздравляю. Спасибо большое. Сейчас у вас двухдневная суббота. Да, После да, да. университетских. Рада была Да. вас очень видеть. После Спасибо интеллектуального вам большое. труда займетесь физическим. Ну что делать? Здоровья вам. Папа с мамой здесь живут? Здесь живут, Большой да. привет. Спасибо большое. Спасибо. До Будьте свидания. здоровы. Там сено унесло, там чудом не погибли дети, там прямо змея в Благо все соседнем живы, доме. это самое главное. Самое главное. Все Надо помочь, остальное- ну хотя бы, пожалуйста, убрать. С хозяевами мы пытаемся Я помочь. извиняюсь, можно вам тоже? Да. У нас в районе 4 села пострадало, 1 поселок и частично город. Мы этими вопросами занимаемся
Сегодня к вам заедут тоже трактора, не переживайте. У нас нет, Никто здесь не прекрасный забыл. край, хочется еще приехать, У нас и вообще приедем. страна прекрасная, и люди Но прекрасные. вы должны И помочь нам, пожалуйста. Конечно, Это вообще эмоции, нет. вот это Сейчас займутся этим Посуде вопросом. вот что-то бы Работа привезли. Ведется работа, сейчас глава к вам заедет. Может быть, Нет, детям ни воды какие-то нету. контейнерки, Да, в детям, контейнерах просто по кушать списку детям. хозяйка подаст. Все, что возможно, они делают, правда. Нету света. Нет, периодически подают, но это Это ремонт, работы ведутся, за Мы это это отвечают. понимаем, да, но как-то вот кушать им бы Запишите все это равно всё. детям. И все, что нужно, Мы пожалуйста. взрослые-то можем обойти. Всё. Вот здесь вот здесь они Не ляжут. переживайте. С моря в видео течение есть. 2 часов всё Воды вот они просто не вчера успевать, люди нам подойдут давали к вам тоже воду. И, естественно, помочь. Не Как за вы то, думаете, что... вот мы кого-нибудь оставим без Нет, воды? мы понимаем, Тем мы более наших большие гостей. люди, мы знаем, не первый раз уже к вам приезжаем. Ну, просто вот такая ситуация, понятно, у Обратите всех сейчас внимание. вот К вам беда. приедет глава через час, все запишет и ваши Нам бы Будем вот надеяться. покушать детям. все сделают, не переживайте.